знаете, что в Абхазии за последнее время очень много объектов размещения строится, они все разного уровня. И для того, чтобы мы поняли, куда мы идем и что мы развиваем, нам, безусловно, нужна классификация наших отелей. В том числе это вопросы ставятся и нашими партнерами, туристическими операторами российскими, для того, чтобы иметь понимание, куда они отправляют людей. Если он будет изначально на этапе бронирования иметь информацию о том, что это объект не пятизвездочный, соответственно, он уже будет понимать, что, ну, наверное, не совсем правильно и корректно требовать сервис и услуги в соответствии с 5 звездами. Я пытаюсь всех вернуть опять к работе над законом о туризме. То есть и говорить о том, что это самое важное на сегодняшний момент. Начать именно с закона о туризме. Там мы его ждем очень давно. Министерству туризма Абхазии до 15 декабря 2025 года нужно подготовить проект концепции развития туриндустрии до 2030 года, а до 10 марта 2026 года разработать правила классификации гостиниц и других средств размещения. В этом списке порядок введения единого республиканского реестра средств размещения. Конкретные поручения президента Бадры Гунба правительству даны также в сфере экономики, сельского хозяйства, энергетики и транспорта. А мы обсудим с экспертами, зачем нужна классификация гостиниц. По сути, это система оценки гостиничных объектов, которая определяет их категорию от 1 до 5 звезд. В нее входит состояние здания и территории, качество номерного фонда, оснащение, питание и оценка работы персонала. Система звезд помогает туристам определить уровень сервиса и комфорта отеля и сделать правильный выбор. Президент дал нам несколько поручений. Одно из них – разработать положение о классификации, внедрить его в наш закон. Ну, надо начать с того, что это очень важно для того, чтобы уровень сервиса поднялся, для того, чтобы было понятно, какой курорт мы собираемся строить и развивать, какой уровень у нас отелей, с чем может столкнуться наш гость, чтобы он заранее знал, в какой отель он будет заселяться. Значит, от этого будет, безусловно, зависеть и ценовая политика, да, скажем так, отель не может быть 2-звездочный дороже 4-звездочного. Нам уже давным-давно необходимо было классифицировать объекты размещения и вообще вводить уже четкие стандарты во всей индустрии гостеприимства, в туризме, в услугах, потому что это прежде всего дает четкое понимание туристам, куда он приезжает, какие услуги он получает, потому что зачастую стоимость услуг, она не говорит о качестве. То есть ты можешь попасть в отель, где стоимость 15 тысяч рублей за номер и 8, а там, где за 8, будет больше качества. Такое тоже бывает. То есть теперь цена, она уже не гарантирует сервис, не гарантирует стандарты, не гарантирует качество. Но и для предпринимателя, для бизнеса, для самих управленцев и для владельцев будет понятно, какой сервис и какое качество услуг они должны предоставить для туристов. То есть понятная схема и понятная как бы дисциплина, она всегда немножко так ведет, не немножко, наверное, в большей мере ведет, чем все остальное, к тому, чтобы уровень повышался. И уровень повышался. Но мы сейчас даже, наверное, будем говорить не о повышении уровня, это немножко другая тема, а о том, чтобы каждый понимал, что входит в его услуги, что должно входить в его услуги, и какой сервис он должен обозначить для своих туристов. Раз мы туристская страна, значит, мы должны соответствовать определенным стандартам, существующим во всем мире. Именно для этого, я считаю, необходимо внедрение системы классификации. И на самом деле можно подумать, что это не так сложно, да, что тут изобретать, когда все уже изобретено, им достаточно просто перенятия какого-то опыта тех же передовых стран, которые уже это активно применяют.
Но я понимаю, что существуют и сложности тоже в этом вопросе, потому что на самом деле не совсем это просто, потому что необходимо же не просто на уровне каких-то документальных, да, моментов это готовить систему классификации, но надо, чтобы оно работало по факту. И именно для этого я считаю, что сегодня на этом этапе, на вот начальном этапе очень важно правильно подойти к этому вопросу, потому что если вот сейчас все правильно заложить изначально, и опять-таки, повторюсь, перенять опыт уже существующий в мировой практике, но это надо не просто вот взять и тупо скопировать, а мы должны внедрить именно с учетом специфики нашего региона. Между тем, по мнению президента Абхазского союза туризма Анны Калягиной, сначала нужно разработать и принять новый закон о туризме, и только потом вводить классификацию. Именно закон устанавливает правовые рамки для этой деятельности, определяет права и обязанности участников туррынка, порядок оказания услуг. Фундамент – это наш закон. То есть мы должны опираться на законодательную нашу базу. И разработать правила и внедрить просто правила не получится, так как мы можем получить какие-то несогласованности в связи с тем, что у нас что-то не продумано и не прописано в законе. И вот эти разногласия, они ведут к очень неприятным таким вещам, например, как вот на сегодняшний день. Мы говорили в этом году очень много про демпинг цен, там, про разные цены. Кстати, регулировать цены на рынке тоже может помочь классификация. Там тоже можно оговорочку такую сделать небольшую, да, и подготовить нормативную базу для того, чтобы цены не были ниже рыночных. А рыночная цена исходит и от звездности, и от классификации отеля. То есть мы оцениваем отель и говорим: так, ребят, ну если вы себя оценили на 4 звезды, то вот тогда вы не можете быть там ниже, стоимость вашего номера там ниже 4000 рублей. Там, завтраком, без завтрака. То есть это тоже можно все регулировать. И как регулятор должно выступать государство. Но строить мы должны, как бы, вот правильно вы говорите, от фундамента, снизу вверх. Потому что если мы сейчас создадим некое такое правило, то у нас очень много будет различных лазеек, как есть очень много лазеек сейчас на сегодняшний день демпинговать или там ронять цену на стоимость номеров. Все потому, что есть в законодательстве там щели, дыры и так далее. То есть есть там прям большие пробелы, поэтому нужно идти поступательно. Все-таки я пытаюсь всех вернуть опять к работе над законом о туризме. То есть и говорить о том, что это самое важное на сегодняшний момент, начать именно с закона о туризме. Мы его ждем очень давно. Каждую пятилетку его ждем, и нам все обещают, что над ним работают. Ну, пригласите нас, экспертов, мы уже много лет работаем, да, мои коллеги в Абхазии работают по 15, по 20 лет в туризме. Отрасль динамично развивается, меняются подходы и терминология, говорит Анна Калягина. В действующем законе о туризме даже формулировки уже не те. Мы с коллегами, когда общаемся, Министерство по туризму обязано говорить койко-место, а нам немножечко это как-то странно, потому что у нас все это уже называется номерным фондом. То есть количество номерного фонда. Не количество койко-мест, а количество номерного фонда. Мы уже исчисляем это давным-давно номерным фондом. Мы в бизнесе. И в России тоже в законе прописано как номерной фонд, не как койко-место. А в чем разница? Разница – это койко-место. В номере может быть 5 койко-мест, например, да, дополнительных. Вообще номер стандартный, он из 2 мест состоит. И, ну, это, опять же, это из классификации уже зарубежной. Номер стандарт есть, который состоит из 2 мест. Остальные места – это дополнительные. Максимум в номер можно дополнить 1 местом. Ну, есть 3-местные номера, 4-местные номера. В Советском Союзе, в принципе, номера были до 5 мест. То есть много можно было поставить так называемых коек. И все говорили коечный фонд. Потому что в Советском Союзе исчисляли все по кроватям, по койкам, по месту. Сколько мест.
На разработку нового закона о туризме может уйти много времени, говорит в свою очередь министр туризма Астамур Логуа. Он предлагает пойти по пути внесения изменений в действующий закон. Невозможно внедрить классификацию без изменения закона. О законе о туризме говорят очень много лет. Надо отметить, что какие-то, скажем так, вещи пытались изменить и мои предшественники. Я знаю, что над этим законом работали, но, к сожалению, сказать, что сегодня есть какой-то проект закона готовый, который можно представить в парламент, это неправда. И мы с первого дня здесь нашей командой тоже обсуждали этот вопрос. Новый закон о туризме или идти путем внесения изменений в существующий закон. Все-таки как человек, который работал в прошлом созыве парламента, у меня есть какое-то понимание, как это будет происходить, насколько это долгий процесс. И потому, раз мы говорим о внедрении таких понятий, как классификация, думаю, что у нас сейчас, на сегодняшний день, нет времени на принятие нового закона. Это вот лично мое мнение. Я считаю, что мы можем пойти по пути внесения изменений в действующий закон в виде поправок, целых статей и так далее. Одной из этих поправок должна стать классификация отелей. Для того, чтобы мы могли принять положение и внедрить классификацию, надо в закон о туризме внести вообще понятие классификации, которого там нет. По этой причине сейчас вот наша команда, мы собираемся, безусловно, привлечь и юристов, будем работать с парламентом для того, чтобы внести несколько изменений, в том числе и понятие классификации. Затем будет написано положение, это можно делать параллельно, положение о классификации отелей, которое будет внедряться в Абхазии. Положения о классификации гостиниц помогут разработать российские коллеги в рамках дорожной карты развития туристической отрасли Абхазии. Существует дорожная карта развития туристической отрасли. Мы вот сейчас на межправкомиссии обсуждаем с нашими российскими коллегами. И одним из пунктов стоит, поддержка россиян, российских наших коллег о внедрении понятия классификации отелей на территории республики. То бишь, российские коллеги нам помогут написать это положение, скажем так, с местными особенностями, для того, чтобы мы могли его в кратчайшие сроки подготовить и уже дальше принимать понятие классификации, внедрять его в абхазское законодательство. В России звездность отелям присваивают аккредитованные экспертные организации, а государство осуществляет контроль этих организаций и ведет единый перечень классифицированных гостиниц. Кто будет это делать в Абхазии, вопрос пока открытый, но в республике есть дипломированные специалисты, которые могут этим заниматься. Классификация в России происходит следующим образом. Минэкономразвитие дает рекомендации, у них есть аккредитованные организации, зачастую это частные компании, которые занимаются аккредитацией, скажем так, не аккредитацией, а классификацией отелей. Мне сложно сегодня сказать, каким путем пойдем мы, но знаю, что есть инициатива и, скажем так, от разного рода ассоциаций ательеров, которые готовы этим заняться. И, хочу немного похвастаться, что в моем ведомстве есть 2 дипломированных специалиста, а это именно дипломированные специалисты в этой области, которые прошли специальное обучение, и они имеют право и возможность, получили соответствующее образование для того, чтобы заниматься классификацией отелей. Однозначно этим вопросом должны заниматься специалисты, которые очень хорошо разбираются в этом деле, иначе оно просто не будет работать по факту. Потому что если даже брать, к примеру, мировую практику, на сегодняшний день нет единой системы классификации во всем мире, не говоря уже об Абхазии. Да? Ну и, конечно же, здесь мне сложно сказать, что это должно только на государственном уровне должно быть, либо на уровне какой-то частной фирмы. Но вообще, как правило, это, конечно, больше будет носить государственный уровень, нежели частный
частной фирмы, да, которая будет заниматься классификацией. Ну, это если вот брать, к примеру, мировую практику. Мы в Абхазском союзе туризма давно уже предлагали заняться классификацией. Мы даже какое-то время обсуждали добровольную классификацию тех отелей, которые, ну, входят в союз туризма, и они хотели добровольно классифицироваться, чтобы ну, их сервис был ожидаемым для их же гостей. Что касается подходов к классификации, мы предлагали следующее. Государство – это регулятор, это тот орган, который должен контролировать и разрабатывать стандарты качества. Ну, разрабатывать мы, наверное, скорее всего, будем с экспертами совместно. Там сначала организуется рабочая группа, поручение президента, потом рабочая группа, потом обсуждение. Мы должны основываться на каких-то определенных стандартах, которые уже есть. Вот, в принципе, можно взять, конечно же, опыт наших коллег из России. Они прошли очень большой путь в этом, очень большой. Я за этим совсем наблюдала много лет. Это сложный путь. И мы можем, наверное, опираясь на их достижения и ошибки, вывести какой-то единый путь и единое решение. Вот смотрите, по большому счету, правила классификации, их разработать не так сложно. Ну, они уже существуют, они уже есть. Изобретать велосипед мы с вами не будем. Они уже существуют, мы просто возьмем уже готовые и на основании нашего, наверное, уже Черноморского побережья, возможно, что это будет Краснодарский край, опыт коллег Краснодарского края, Черноморского побережья Крыма, мы посмотрим, как они классифицировались. Классификация может коснуться кемпингов, глэмпингов и баз отдыха, хотя они и не получат звезд. Вторую неделю изучаю положение классификации в России отелей. Значит, какие-то особенности существуют. Да? Новые отели строятся, а есть старый фонд советский. И, скажем так, в России от 9 квадратов считается уже номером. Надо вот продумать, в каком положении мы сейчас находимся, да? Что у нас из старого фонда осталось, что новое строится. Более того, в России не сертифицировались, хотя сейчас начали говорить о том, что понятие глэмпинг тоже должно сертифицироваться, но пока этого официально нет. А у нас в Абхазии, вы знаете, что очень много, скажем так, как сказать-то, небольших, скажем так, поселков, отелей в виде деревянных домиков, глэмпингов. Они, кстати, эти домики подходят под понятие глэмпинг. И как мы собираемся идти и куда развиваться, и попадут ли эти, скажем так, поселки под сертификацию, мы должны определить на месте. Но имея в виду, что в Абхазии такого количества объектов размещения очень много, и они достаточно популярны среди гостей, наверное, это мое предположение на сегодня, да, что они тоже должны попадать под классификацию. Классификация даст государству четкое представление о том, сколько и какого уровня отелей в Абхазии. Туристические сайты и сами отели могут указывать 4 или 5 звезд, но это их субъективная оценка для привлечения туристов, не подтвержденная официально. По мнению участников туротрасли, большая часть объектов размещения нуждается в капитальном обновлении, но для этого нужна поддержка государства. Кто-то со мной может не согласиться и спорить очень долго, но я знаю точно, что 80% номерного фонда, я буду говорить номерной фонд, в том числе и частные гостевые дома, уже требуют реновации. Как мы можем классифицировать объект размещения, когда он по стандартам качества современного отеля или современного гостевого дома может уже не соответствовать? Потому что у него уже уставший номер, уставшая сантехника, например. Возможно, у него уже старые кровати, которые качаются, скрипят. Опять же, вот мы пытаемся на форуме Visit Absnit, уже 3-я будет выставка, 6-й форум, мы стараемся донести как бы до бизнеса такую мысль, что нужно все-таки брать профессиональную мебель, у профессионалов покупать текстиль. То есть здесь очень много различных нюансов. И то, что номерной фонд нужно уже очень многим менять, да, и помогать им надо в этом.
То есть помочь нужно даже, может быть, не развиваться, но кому-то и развиться. Кто-то хочет бассейн себе добавить и повысить уровень. Но я сейчас хочу, как бы, чтобы меня, наверное, правильно поняли в том плане, что прежде чем повышать уровень, надо хотя бы сохранить тот уровень, который есть. На сегодняшний день кому-то нужно помочь просто обновить свои номера. Просто встать на уровень гостевого дома, встать на уровне 2 звезды, что-то подремонтировать, привести в порядок свою территорию. И вот в этом должно помогать, я думаю, все-таки государство, потому что не все с этим справятся. А помочь кредитами? Как? Здесь инструментов, в принципе, может быть разных и много, да. Все зависит от того, на что государство может пойти, да, исходя из своего бюджета, это в первую очередь. Но я, например, думаю, что у тех, у кого бизнес уже работает, в тех вкладывать деньги проще и надежнее. И если будет вкладывать государство, оно же понимает, оно вкладывает эти деньги, они потом вернутся в виде налогов. 5 звезд в Абхазии, ну, насколько я знаю, нет. 4 с плюсом, наверное, есть. Да. И тут же хочу отметить, что нами разрабатывается и программа. Вот буквально в ближайшее будущее хотим представить руководству страны. Мы говорим, есть параллельные вещи, да, которые нужно делать. Если мы говорим о том, что мы будем обязывать людей классифицировать отели, это же несомненно и какие-то инвестиции нужны для того, чтобы выйти на новый уровень для отеля. Да. На наш взгляд, малому и среднему бизнесу в Абхазии необходимы длинные дешевые кредиты. Надо найти возможность параллельно привлечению крупных инвестиций в Абхазию поддержать малый и средний бизнес. Если мы этого не сможем сделать, к сожалению, очень тяжело прогнозировать, как будет развиваться малый и средний бизнес в Абхазии в области туризма. А это зачастую это большинство всего того, что мы имеем сегодня в области, скажем так, объектов размещения. Это малый и средний бизнес. Существует много таких примеров в разных странах мира, где субсидируют какую-то часть процентной ставки, для того, чтобы люди могли готовиться к сезону, улучшать условия. Вот мы говорим о звездности, правильно, классификации. Но те объекты размещения, о которых я вам говорил, да, коттеджные поселки и так далее, я зачастую вижу, что люди, к сожалению, не могут себе позволить установить бассейн, сделать спа-зону, сделать какой-то банный комплекс. На вот эти возможности нужно найти такую форму поддержки, которая была бы интересна малому и среднему бизнесу для развития, улучшения своих качества услуг, улучшения вообще общего состояния объекта размещения. За что дают 5 звезд? На оценку влияют локация, площадь номерного фонда, профессионализм персонала, наличие спа, бассейнов и ресторанов, возможность организации трансферов и экскурсий и много чего еще. 5 звезд – это парковка обязательно для автомобилей. То есть очень многие отели уже могут из-за этого не получить свои стандарты качества. В 5-звездочном обязательно должны быть услуги спа. Должен быть бассейн, открытый и закрытый. То есть бассейн должен быть предоставляться круглый год, и отель должен работать тоже круглый год. Ну, про размер номера я уже рассказывала. Вот. И детально там уже размер коридоров, высота потолков, швейцар на входе, услуги по доставке багажа в номер. Это все относится к 5-звездочному отелю. Помимо этого, дополнительные услуги, например, в самом номере должна быть косметика брендированная. Брендированная косметика, это не значит, что это должна быть какой-то бренд, брендированная нашим отелем. То есть наш отель называется так-то. И, соответственно, вот, либо это косметика премиального класса. Ну, люди, которые знают, которые ездят в такие отели, они знают, что такое премиального класса. Это не пакетики такие одноразовые, да, это такие бутылочки довольно-таки хорошие, с приятным запахом. Вот, тапочки обязательно, чтобы они были не тонкие какие-то, такие, которые, ну, вот просто совсем одноразовые. В 5-звездочных отелях тапочки вообще существуют даже для того, чтобы их забрать домой.
с брендом отеля и вспоминать об этом с теплотой отеля, и потом вернуться туда. И вот эти все качества, которые я рассказываю, да, они присущи какие-то и классификации отелей ниже уровня, но и люди должны понять, что это конкурентная среда, и классификация отеля сделает плюс до этих людей в чем? В том, что люди, гости, будут к ним возвращаться. Потому что возвратный гость, он стоит намного дешевле, чем тот гость, которого ты привлекаешь за счет рекламы или за счет турагента. Ваш отель находится на первой береговой линии, есть паркинг, есть бассейн, есть кухня своя. Вы вот сами по какой классификации свой отель бы оценили? Честно говоря, мы часто поднимаем этот вопрос, и даже сегодня мы об этом говорили. Вот, если брать по вот, стандартам, да, которые существуют, по практике, вернее, прошу прощения, по теории, то мы можем соответствовать, вот не побоюсь этого, прям 5 звездам. Но это опять-таки, если мы будем приводить наш объект в соответствии с стандартами. А на сегодняшний день, конечно, это не так, к сожалению, но мы будем стараться. Вот, на мой взгляд, на сегодняшний день, но опять-таки, это вот каждый... Хотя на сегодняшний день многие объекты так и делают, что нет системы классификации и просто позиционируют себя, допустим, как отели там 3-4 звезды. Вот То есть они прям это выставляют? Да, даже на сайтах бывает, что позиционируют себя как отели 3-4 звезды, ну, там, не знаю, может, кто-то 2 звезды. Но я имею в виду, на сегодняшний день происходит процесс позиционирования. То есть не официальная классификация, а именно позиционирование. Так вот, мы, когда тоже позиционируем себя, мы говорим, что у нас там твердая тройка, но мы стараемся дотянуться до 4. Чтобы быть на шаг впереди конкурентов, отелю нужно постоянно расти и обучать персонал. Это тоже идет в копилку звездности. Хорошо работает услуга «Тайный гость», которая подразумевает посещение отеля специалистом по оценке гостиничного сервиса. Ну, вы же понимаете, да, когда приходит комиссия, это одно отношение, это одна картинка, а когда приезжают гости, это другая картинка. В России давно уже введена история с тайным посетителем, с тайным гостем. Я знаю, что в Абхазии тоже работает эта система, история, даже к нам обращались. Мы проводили эту экспертную оценку в некоторых отелях, то есть владелец обращается и просит проверить своих сотрудников. В принципе, это работает очень хорошо. Это не значит, что там придут и всех уволят. У нас настолько ценные все сотрудники, что просто сделают замечания, делают какие-то определенные выводы. Это хорошая система, это хорошая история. Тайный посетитель – это прям вот работа. Бизнес может с настороженностью воспринять идею с классификацией гостиниц, восприняв ее как дополнительный административный барьер. Тем более, если положение будет перегружено техническими требованиями, предполагающими дополнительные затраты. Но по мнению экспертов, только так можно подтвердить, что этот отель соответствует стандартам качества. Я думаю, что обязательно это будет неоднозначное мнение ательеров, и будут страхи, опасения. Может быть, даже не просто как рычаги государственного влияния, а даже на уровне того, что многие объекты, к сожалению, просто могут не потянуть уровень, да, необходимый с определенным стандартом, то есть не будут соответствовать. Но это не значит, что это категорично плохо. Это значит, что мы, наоборот, ательеры должны стремиться к тому, что мы будем расти и соответствовать стандартам, необходимым для высокого уровня ведения гостиничного бизнеса. Есть ательеры, которые действительно хотят классифицировать свой отель. И мы говорили о том, что, например, есть отели у нас, которые в Абхазском союзе туризма уже давно мы разговариваем с этими ательерами о том, что давайте введем добровольную оценку отелей и звездность. Много лет назад об этом говорили. Мы сейчас участвуем в конкурсе «Премия АМОС» в Сочи. Есть отели, которые получают премию, но прежде чем получить эту премию, эксперт выезжает и осматривает данный отель. И он должен соответствовать заявленным качествам, которые на эту премию
участвуют в этом конкурсе. Поэтому есть ательеры, которые хотят, но говорить за всех очень сложно. Понятно, что очень многим неинтересно это, потому что это надо напрягаться. И могут сказать так, что зачем нам вообще эта классификация, это еще определенное выкручивание рук, дополнительные деньги, стоимость, возможно, будет на это. На экспертов нужно потратить деньги, это должно тратить либо государство, либо должны за это платить отели. Вопрос, опять же, кто будет платить за эту историю? Сама по себе процедура присвоения категории добровольная, то есть собственник гостиницы может не проходить ее и работать без звезд. Но тогда он не попадет в реестр, на который ориентируются туроператоры, предупреждают в Министерстве туризма. Это должно быть добровольно-принудительным, если можно так сказать. Потому что одним из следующих вопросов, который стоит в дорожной карте, это создание реестра объектов размещения для того, с кем готовы работать туроператоры российские. Они должны понимать, с кем они работают, какого уровня отель и так далее. А в реестр невозможно будет попасть без того, чтобы пройти классификацию. Значит, считайте, что это будет обязательным для того, чтобы быть в реестре. В будущем несертифицированные отели не смогут размещать объявления на агрегаторах, таких как Островок, Яндекс.Путешествия и все остальные агрегаторы, которые существуют. По этой причине, скорее всего, это будет обязательным для, скажем так, всех ательеров. Но по-другому поднять уровень сервиса, я думаю, будет сложно для нас. Бывают истории, когда звездность не всегда отражает реальный уровень инфраструктуры и комфорта гостиницы. Вот почему так важна объективная классификация. В классификации четко прописано, например, существует в России там, размер номеров, там все остальное. То есть это ты уже подделать никак не сможешь, да, например. Вот. Но какие-то другие, может быть, истории можно, наверное, но здесь должна быть независимая оценка. И чем мы больше будем независимых людей подключать для этого, тем будет честнее, наверное, эта история. Почему я и говорю про независимую экспертную компанию, которая должна быть коммерческой и частной, и получать за это деньги. Эксперт получает за это деньги. А эксперт тоже может быть из бизнеса, которому, в принципе, эти деньги не интересны. Ну, сколько можно дать эксперту денег, чтобы он поставил еще одну звезду отелю? Отелю самому неинтересно будет эти деньги, может быть, давать ему в такой сумме, чтобы дотянуть там до пятерки. Все классификаторы, они должны подгоняться под законы, подзаконные акты и не просто сами по себе существовать. И тут, конечно же, это должно быть очень объективно, и просто сказать, что там подари мне звезду какому-то там специалисту, но это неправильно, и так, я думаю, что вообще не должно быть, и очень надеюсь на то, что так не будет. Понятно, есть кумовство и все остальное, как говорится, но очень надеюсь, что под нашим жестким контролем будет эта классификация проходить, и мы не позволим никому просто так раздавать. Знаете, Абхазия маленькая, все друг друга знаем, и даже если кто-то на такой шаг собирается пойти, это быстро выяснится. И на этом лавочка прикроется. Люди перестанут верить, как вы говорите, в справедливость и так далее. Мы же все делаем это для того, чтобы у нас в общем страна развивалась. Ну, нельзя допускать такие вещи. Будем, конечно, стараться всеми силами, чтобы этого не допустить. Эксперты полагают, что классификация отелей по звездам не снимет с повестки историю с демпингом цен в туротрасли. Такое мнение высказывается в информационном пространстве. Этот вопрос необходимо регулировать исключительно на законодательном уровне. Мы, когда разговаривали об этом еще в начале лета, когда у нас эта история только начиналась, мы вышли с парламентом на диалог, и мы предложили несколько законов и постановлений, которые бы нам помогли в регулировании данного вопроса. Все в наших руках, это все можно регулировать. Но нужно прописывать все грамотно, правильно прописывать. Также закон о недобросовестной конкуренции, мы о нем говорили, о той же самой классификации и, например, к нормативной базе и постановлениям про невозможность ставить, если классификация уже будет, цену ниже рыночной.
То есть там вопросы были, а кто ее будет устанавливать и так далее, и так далее. Но это все можно установить, опять же, регулировать именно нормативными актами. Просто нужно прорабатывать, и над этим вопросом нужно работать. Тема демпинга. Это еще один глубокий такой сложный разговор. Кто-то это называет демпингом, кто-то это называет, скажем так, акциями, да, всякого рода скидочными. Сложно это однозначно сейчас в этот разговор уходить. Безусловно, если будет принята классификация, и если мы примем решение обозначить низкий порог, да, сколько стоит 3 звезды, 4 и так далее, конечно, это будет способствовать разрешению данного вопроса. Но с другой стороны, Лена, я хочу, чтобы наши граждане знали, с кем нам приходится конкурировать. С большой Турцией в первую очередь. Не говоря о курортах Краснодарского края. Да. Большая Турция. Июль месяц, 5 июля. Я ответственно заявляю, я позвонил в эту турфирму сочинскую, мне было интересно. 48 тысяч, 8 дней, 7 ночей с перелетом вместе, отель 4 звезды, все включено. На двоих. То есть с человека 48 тысяч. Ну поделите это, какая цена выходит, как перелет осуществляется, что это, демпинг, акция, горячий тур, что это такое? То бишь, нам тяжело придется, а уровень сервиса в Турции, вы знаете, насколько высок, и что мы сегодня предлагаем нашим гостям. Поэтому нам надо много работать. Поэтому мы, кстати говоря, открыли и Академию сервиса при нашем объекте в Айтаре. Сегодня мы обучаем свой персонал, повышаем их квалификацию, приглашая, значит, высоких гостей, профессоров с России, которые курсы лекций читают. Завтра это будет курорт Пицунда. Но наши двери открыты для всех, для того, чтобы поднять общий уровень сервиса. Мы проводим вот такую работу. В Абхазии отмечен стабильный рост количества гостиниц и других средств размещения, но при этом не добавляются места для проведения досуга, говорит министр туризма. Из-за отсутствия различных точек интереса туристы посещают популярные локации проездом и не задерживаются в Абхазии надолго. Особенно это касается молодых людей. На каждой встрече с крупными туроператорами задается один и тот же вопрос. К большому сожалению, номерной фонд в Абхазии, к счастью, да, расширяется. Каждый день появляются новые объекты размещения. Еще раз повторюсь, они разного уровня, в разных локациях в Абхазии. Но очень много вопросов ставится по досугу. У нас абсолютно нет досуговых центров, нет досуга даже на территории вот этих объектов. Я как пример хочу привести, и если можно даже, пользуясь случаем, рекламу небольшую сделать, и вам советую посетить новый спа-центр в селе Аракич, Амза он называется, это вот граждане Абхазии, которые сделали классный спа-центр новый. Я думаю, это будет интереснейшим объектом посещения наших гостей в Абхазии, особенно в восточной части, проживающих недалеко. Раньше там были только тепличные хозяйства, а сейчас там появился классный современный спа-центр с бассейнами, с горячим источником, с массажными процедурными вещами, джакузи и так далее. Туристов было мало, но летний курортный сезон 2025 провальным не назовешь. Подытожили разговор наши эксперты. Действительно было мало. По тем или иным причинам. Лето задержалось, погода была плохая, демпинг цен, кто-то уронил цены. Возможно, общая мировая политическая обстановка повлияла на это. Но мы приходим уже к окончанию сезона с выводами, что этот сезон у нас состоялся, скажем так, не так, как мы хотели. Мы хотели прирост на 20%, как мы об этом мечтали, и строили какие-то планы. И несмотря на то, что некоторые эксперты говорят, что там Абхазия на 2-м, на 3-м месте, в общей, может быть, массе и картинке мы там на 2-м, 3-м месте. Потому что у всех этот сезон не очень удачный. И у Краснодарского края, и у многих там, скажем так, тоже не очень хорошая ситуация. Потому что сочинские отели, коллеги в Сочи тоже жалуются, что у них сезон просел там на половину. Мы не одни такие. Но, с другой стороны, что нас обнадеживает, наверное, то, что нам есть над чем работать, нам есть о чем задуматься,
Знаете, когда очень хороший сезон и большое количество туристов к нам едет, некогда думать о качестве, о сервисе, к сожалению. Вот, по большому счету у людей все хорошо. То есть мы там начинаем обычно говорить о проблемах и решать проблемы, когда у нас плохо. И время свободное на это есть, потому что туристов нет. И у нас нехватка, мы видим, что нехватка финансов на то, чтобы заниматься улучшением сервиса, если люди на это нацелены. И здесь получается, что нам есть над чем работать. Сезон назвать провальным нельзя. Надо отметить, какое количество людей перевезла Диаскурия электропоезд, каким большим подспорьем стал Сухумский аэропорт, который открылся. Это новая динамика, новые туристы, кстати говоря, которые приехали через аэропорт, новые города, Нижний Новгород, самолет целый летает с города, да, и так далее. Надеемся, что география расширится. А мы же, в свою очередь, скажем так, все это лето работаем на будущий сезон для того, чтобы, вот вы знаете, и о других поручениях президента, для того, чтобы сделать более популярными маршруты, новые маршруты, искать инфраструктуру, смотрим, как развивать, ищем пути развития. Я понимаю, наши люди могут сказать, что многие не добрали до тех гостей, которых могли ожидать. И это тоже, наверное, отчасти правда. Но я вот что хочу сказать. Темпы роста, скажем так, туристического потока и темпы роста создания новых объектов размещения, у нас вот новых объектов размещения становится гораздо больше, чем дополнительно привлекается большее число туристов. Статистика у нас оставляет, безусловно, желать лучшего, но все же ей пользуется много лет, и она примерно показывает один и тот же результат с прошлым годом. То есть это не провальный сезон, но опять же ожидания и реальность немножко другие. Готовиться к следующему летнему сезону нужно уже сегодня, подчеркнули наши эксперты. Помимо разработки системы классификации отелей, нужно думать, как увеличить поток туристов, какие новые туристические продукты дадут результат, как регулировать демпинг цен и поддержать малый и средний бизнес, чтобы крупные туроператоры не заняли весь туррынок республики.